Давайте здесь купим квартиру. Мы вообще вот только купили из-за того, что нам хотелось вот именно, вот, природа, пляж. И в итоге получается, что у нас все здесь перечисленные сооружения. Мы против, все против и возмущены до глубины души. Новым годом начали жители фотографии присылать. Я начал спрашивать по знакомым, мне вроде начали объяснять сначала какая-то дорога или что ли, а потом начали бить уже про то, что здесь будет КНС, канализация очистные. Вот тогда уже после этого начали поднимать, как говорится, панику. Тогда кто поддержал этот вопрос? Депутаты от «Единой России», они пропихнули этот вопрос, протащили его в городской думе. А как можно это вот вообще как повлиять, чтобы это безопасно? Вот, народ, выходить, больше вот никак. Вышли, вот Дальше будем выходить. Смотрите, два вот, значит, сбитых кола, это мы перегородили путь рабочим, они уже стали здесь ездить, они готовы были здесь уже ездить на экскаваторах, то есть здесь только до грязи вытащено, значит, на асфальт. Мы специально установили два кола, чтобы они здесь не ездили. Это вначале, пойдемте. Вот, значит, организация объекта, вот, смотрите, в каком состоянии объект. Забор вообще никакущий, забора нет. Там есть старая ливневая канализация, которая сейчас сливается вода, все это грязная вода, вот, которая собирается со всего района ГПЗ, попадает прямо в Суру, под мостом, грязная. Положи рядом новую трубу, сделай общее очистное сооружение, и все будет чистая вода течь туда. Мы предлагаем вот в этом где-то месте проработать вот эту, значит, усовершенствовать. 10-й раз говорят, у трубы есть емкость, нельзя в одну трубу параллельно положить. Андрей, можно я так скажу, мы вам просто не верим, мы проверим документ, есть человек, который проверит. Мы же хотим блага, правильно? Да все хотят блага. Еще раз, коллеги, если найдете другое техническое решение, мы его исполним. Когда я покупала квартиру в 2014 году, я обращала внимание на генплан, и здесь была зеленая зона. А на данный момент генплан изменен так, что здесь розовая зона, то есть это многоэтажки, это выше 5-го этажа. Ей более 50 лет, то есть она уже сейчас в плачевном состоянии и уже тяжело справляется с теми, значит, канализацией, то, что есть в микрорайоне. Если, значит, застройки домов будут еще также массивно везде застраиваться, и получится то, что они подключат все, значит, канализацию к этой очистной, значит, станции, она просто выйдет из строя, она уже не справляется. Мощность как-то поднять ее можно или нужно? Нужно ее? Скорее всего, это необходимо сделать. Данная подстанция перекачивающая имеет резерв мощности. Нет, коллектора были построены с запасом, она перекачивает отсюда. То, что здание построено в 50-м, 70-м или 90-м году, не означает того, что станция не работает. Для повышения количества воды и мощности резерва по воде строится закольцовка водопровода в районе Кларцет-Шуиста, который добавит давление в этой системе. По другим инженерным системам газ, электрика, тепло, канализация, проблем с резервом мощности в микрорайоне нет. Не надо выдумывать этих проблем. Если будут там дополнительные строительства, которые не обеспечены резервом мощности, то просто организация не выдает тех условий. Я сказал лично, потому что я был на эмоциях. Почему я был на эмоциях? Потому что у меня болит душа и болит сердце за микрорайон наш. И чтобы здесь как бы немножко просто окультурило все. И мы стали жить в чистоте. И просто, чтобы не каждый себе, а давайте просто жить дружно.